Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. На территории Якутии осталось потушить пару десятков природных пожаров. Борьба с огнем в Якутии велась почти все лето. Сегодня продолжается подсчет ущерба, нанесенного лесам региона в результате небывалых по масштабу лесных возгораний. Подробнее об этом поговорим с гостьей студии Ксенией Рахматульной, руководителем пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Расскажите, пожалуйста, сколько уже длится пожароопасный период 2021 года? Это у нас сезонный риск, то есть в пожароопасный период мы переходим сразу с паводка. То есть как только у нас паводковые мероприятия заканчиваются, с середины мая мы уже вступили в пожароопасный сезон с регистрацией первых 4 природных пожаров на территории республики. Длится он уже по сей день, то есть сейчас, как вы уже сказали, у нас действуют до сих пор природные пожары, но уже идут на убыль. Естественно, с наступлением пожароопасного периода мы увеличивали в том числе свою группировку. То есть, как вам известно, в конце мая, в начале июня у нас были угрозы населенным пунктам в Сунтарском, Нюрбинском и Тампонском районах, куда выезжали наши группировки, в связи с чем было принято решение по увеличению группировки авиации Хабаровским авиационно-спасательным центром. То есть к нам был направлен самолет Б-200 и дополнительно 2 вертолета Ми-8. Далее, по решению главы республики совместно с нашим министерством мы увеличили группировку уже в июле месяце. Дважды, причем в июле мы увеличили группировку. И, конечно, в августе, скажем так, с интенсивным распространением огня уже увеличили группировку еще более тяжелой авиации, то есть это вертолет Ми-26, дополнительно к нам отправили еще самолеты Б-200. То есть очень многие жители, мы общаемся с ними посредством социальных сетей, мессенджеров, почему-то думают, что только в августе месяце мы увеличили свою группировку, не только свою, то есть это и Министерство обороны, и Рослесхоз, также набирались добровольцы. Нет, это не произошло одномоментно, то есть на этапе всего пожароопасного сезона проводилось маневрирование сил и средств, то есть этим занимались у нас оперативный штаб правительства республики, они непосредственно увеличивали группировку. Это, на моей памяти, по увеличению такой группировки, давно такого не было, конечно. То есть последний раз такие пожары были в 2013-2015 году, чтобы у нас одномоментно было задействовано более 5000 человек, то есть более 30 судов авиации. Расскажите, в каких районах Якутии чаще случались природные пожары? Вилюйская группа районов, где на протяжении месяца, около месяца работали группировки, периодически передислокация у них была Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский, Нюрбинский районы. То есть мы даже сюда свою группировку в город не возвращали, мы перекидывали их сразу из района в район. Дальше нас продолжили это центральная уже и заречная группа районов республики. Конечно, по прогнозам у нас в этом году, как и в прошлом, стояли еще северные районы, но, к счастью, скажу так, что этот прогноз неблагоприятный для северных районов не подтвердился. Особое опасение у нас вызывал и Миконский район, ввиду того, что там у нас в основном торфяные пожары. То есть там же, также у нас, естественно, там работали наши спасатели, мы их заблаговременно туда отправили. Из северных районов только Миконский район вызывал наибольшее опасение. А расскажите, чем отличился нынешний пожароопасный сезон от прошлогоднего? И какие сложности возникли в этом году? Принципиальное отличие все-таки в том, что в этом году было больше пожаров рядом с населенными пунктами. Это самое страшное, что может быть. Если сравнивать с предыдущими годами, пожары, которые происходили в этом году, они были более приближены к населенным пунктам. Если в мае и июне в основном причиной пожаров был человеческий фактор, сейчас уже идут судебные разбирательства, то есть найдены виновники по тем пожарам, то есть уголовное судопроизводство – это не быстрый процесс. Все виновные, которые были найдены нашими дознавателями совместно с органами полиции, естественно, уже понесут наказание, ведь ущерб только от человека, именно от человеческого фактора, составил более 1 миллиарда рублей.
То есть ну, такие суммы, такие как бы люди пострадали, в частности их имущество, да. То есть это ласы, это заготовка сена, то есть это все, естественно, подсчитывается. Основная причина у нас была это человеческий фактор, в частности сельхозпал, неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении. Очень многие спрашивают, как можно установить, да, причину пожара в лесу, там же все погорело. На самом деле всю следообразующую видно, как направлялось пламя, откуда оно шло, то есть от костра оно шло, от умышленного, да, какого-то деяния, или же от маленького источника зажигания. Даже от стекла можно обнаружить эти следы, то есть если, да, произошло самовозгорание, эффект линзы. У нас есть такие пожары по причинам возникновения в республике, но в сравнении с основными причинами их, конечно же, намного меньше. Даже менее 1%. В июле месяце основная причина у нас это уже жаркая устойчивая погода, грозовые фронта, которые проходили. Пара капель, но молния может ударить. И, соответственно, и это тоже не происходит сразу. То есть огонь сидит внутри в подстилке, в лесу. То есть он может 2-3 дня не выходить наружу, потому что, как наши коллеги-лесники говорили, что подстилка у нас на территории республики около 30-40 сантиметров, то есть это, ну, чуть меньше полуметра, да, и вот огонь сидит внутри. Плюс, если мы берем за центральной частью Якутии, у нас есть и торфяные пожары, то есть там огонь, ну, можно тушить все лето. Немножко другая тактика, то есть там не сработает ни система отжогов, да, выкапывать тоже бессмысленно, то есть с торфяными пожарами уже борются по-другому, то есть там нужны специальные стволы, то есть воду подают непосредственно в землю. А какие наиболее эффективные способы тушения пожаров? Как у нас произошел переломный момент, то есть с количеством пожаров, тоже очень многие говорят, что из-за осадков у нас уменьшилось количество пожаров. Осадки, по сути, которые помогли в работе, они выпали как раз-таки в центральной части, то есть непосредственно в нашей столице, да, где мы спокойно смогли тяжелую авиацию, тоже благодаря открытию второй полосы, перебазировать сюда, в столицу, и уже и работать из столицы. Не только из Мирного, а из столицы работать. И комбинирование работы авиации и наземных группировок. То есть это очень важный момент, поскольку нет смысла работы одной авиации, потому что она сбивает сверху огонь. То есть она не дает перейти ему в верховой пожар или тушит верховые пожары. Но снизу еще остаются источники. Вот, малые источники, малые очаги, которые уже и должны забивать наземные группировки. С введением межрегионального уровня ЧС тактические действия все равно оставались в полномочиях Рослесхоза и его подразделений. Нашим ведомством было внесено, скажем так, свои предложения. Мы все больше начали отходить от тактики отжига. Отжиг делался только в крайнем случае. Невозможно отжечь такое количество пожаров. Отрезать огонь лучше наземным способом. Например, когда я была в Татинском районе с группировкой, мне очень понравилась организация работы главы района. При угрозе, потенциальной угрозе населенному пункту Итыкёль, он в ночь собрал, ну, честно, я даже сейчас не вспомню, сколько добровольцев, но их было очень много. Больше 300 человек. Конечно, там была и наша группировка, и лесничих, и полиция туда присоединилась. То есть со всех организаций местные жители. И они в ночь прорубали минерализованную полосу на протяжении 10 километров, отрезая огонь от населенного пункта. Это все делалось очень быстро. Действительно, вот только прозвучала информация, буквально за час собрались люди, всем все было понятно, привезли продукты, привезли необходимый инвентарь, лопаты, РЛО, бензопилы, все, всем обеспечили и довезли до места пожара. Ксения, а скажите, какие меры предосторожности необходимо предпринять в будущие пожароопасные сезоны? Это у нас корректировка планов тушения, конечно, после опыта этого года будут внесены коррективы, серьезные коррективы в планы. Задействование сил и средств как республиканского, так и привлечение с других регионов и федеральных округов. Но это больше все-таки работа правительства. Если говорить о жителях, то в первую очередь граждане должны соблюдать требования пожарной безопасности, начиная от организации своего досуга,
заканчивая все-таки тем, что стоит задуматься, нужно ли делать сельхозпал. Опять-таки вернусь к Емиконскому району. В начале сезона было зарегистрировано 14 сельхозпалов на территории республики. 10 из них были в Емиконском районе. Конечно, требования законодательства сейчас будут меняться, потому что многие ученые и люди стремятся к тому, что нужно вернуть сельхозпалы. Их запретили по причине того, что они превратились в неконтролируемые. То есть если ранее извещались органы местного самоуправления, органы пожарной охраны о том, что в данной местности будет проводиться сельхозпал, просим выделить автомобиль либо пожарный пост, который будет контролировать данный момент. Естественно, на всех и одномоментно пожарная охрана не может разделиться. Составляется график. Кого-то этот график не устраивает. Кто-то не хочет согласовывать, кто-то не хочет писать бумагу, как говорится, заниматься бумажной работой. Не все, к сожалению, у нас жители юридически грамотны в этих вопросах. Соответственно, после этого решением законодателя было решено вообще запретить категорически сельхозпалы на территории Российской Федерации. Эти вопросы будут обсуждаться на вышестоящем уровне. Что касается органов муниципалитета нашего региона, это, естественно, расширение минерализованных полос. С начала этого года уже были внесены изменения, где ширина вокруг населенных пунктов должна составлять 10 метров. В сентябре месяце органы муниципалитета должны закладывать бюджет средств на следующий год. Это обеспеченность всем необходимым добровольных пожарных команд, начиная от обучения, заканчивая мотопомпами, РЛО, пожарными рукавами, средствами индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. Это обучение населения требованиям пожарной безопасности. И, конечно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, это рабочая система оповещения людей. Потому что в этом году, я думаю, вы видели видео, как в районах работали автомобили органов внутренних дел, наши автомобили, которые по системе громкой связи оповещали. Это неудобно. То есть должна быть система налаженная. Сейчас вступят со следующего года изменения в законодательстве. Если ранее у нас был отдельный список населенных пунктов, которые подвержены только лесным пожарам, то есть это лесные пожары, это разновидность природных ландшафтных пожаров, то сейчас вступают уже изменения, что у нас каждый населенный пункт республики подвержен ландшафтным пожарам. То есть уходим от слова «лесные» и идем именно по ландшафтным, природным пожарам. А это значит, что каждый сейчас населенный пункт, каждый район будет проверяться органами Госпошнадзора на соответствие требованиям пожарной безопасности по направлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Спасибо вам большое, Ксения, за столь развернутую информацию. Благодарю вас. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Ксенией Рахматуллиной, руководителем пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия.